Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абибулаев. Сегодня в нашей программе. Форум Общероссийского народного фронта в Ялте. Рабочая встреча депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека. Крымчане продолжают получать земельные участки. Строительство трассы Таврида начнется уже в этом году. В Ялте завершился межрегиональный форум Общероссийского народного фронта, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Во время форума крымско-татарский общественник Ибраим Ширин пригласил президента посетить национальный праздник Хыдырлес в мае следующего года. Что ответил Владимир Путин, смотрите в следующем сюжете. Среди основных тем мероприятия – энергетика и газоснабжение, развитие туристического потенциала полуострова, повышение доступности образования и качества услуг, в сфере ЖКХ, вопросы экологии, сохранения объектов культурного наследия. На встрече с представителями ОНФ глава государства отметил хорошие темпы интеграции Крыма в Россию, а также подчеркнул то, что Крым является жемчужиной культурного населения страны. Во время форума участник обсуждений крымско-татарский общественник Ибраим Ширин пригласил президента посетить праздник крымских татар Хыдырлес в мае. Говорили о строительстве соборной мечети более 20 лет. С возвращением России началась стройка. И я вижу, что строительство закончится в сроки, и верю в это. Выдаются земли под строительство индивидуального жилья. Выкупаются квартиры для семей, которые не один год стояли в очереди. Печатаются и издаются такие газеты и журналы, которые берегли традиции и язык крымско-татарского народа, такие как Йылдыз, Хрым, Яна Дунья. У нас теперь есть свой национальный телеканал «Миллет», название которого переводится «народ». И самое приятное для меня и важное, что у нас теперь издаются книги на крымско-татарском языке. Начиная от учебников для школ и заканчивая книгами по истории. Почему важно? Потому что у меня 7 месяцев назад родилась дочь. Я теперь понимаю, что... Спасибо. И я понимаю теперь, что моя дочь пойдет в школу и будет учить не только русский государственный и английский как зарубежный, но и государственный крымско-татарский, потому что в Крыму теперь 3 государственных языка. Хочу вас поблагодарить и сказать большое вам спасибо за указ о реабилитации коренных народов Крыма. Это очень важно, особенно для крымских татар. Мы 70 лет этого ждали, и тяжело даже сдержаться, чтобы не заплакать, потому что это надо прочувствовать. У нас все изменилось, и богатство жизни, и взгляды меняются. Хотел бы сказать, что у нас есть такой праздник, как Хыдырлес. Это наш национальный праздник, есть он только у крымских татар. И, воспользуясь случаем, хочу вас пригласить на Хыдырлес в следующем году в мае месяце. И все крымские татары были бы рады вас видеть. Владимир Путин поблагодарил за приглашение и отметил, что на поддержку народов, которые пострадали во время репрессий с федерального бюджета, выделяется 10 миллиардов рублей. Если вы в России в любом месте, абсолютно в любом месте, скажете, что сегодня Сабантуй, все поймут, что праздник. Хыдырлес пока так широко неизвестен, но надеюсь, что и это тоже будет достоянием тоже культуры всех народов России. За приглашение спасибо большое. И я действительно очень надеюсь на то, что все решения, которые были приняты, они не останутся на бумаге, а будут реализовываться. Вот эта реабилитация, о которой вы сейчас сказали, это очень важная морально-политическая составляющая нашей работы. Но этого, хочу подчеркнуть, недостаточно. Мы должны обязательно будем проводить мероприятия, связанные с социально-экономическими вопросами реабилитации. Мы выделили деньги, 10 миллиардов, на реабилитацию тех, которые проживают в Крыму. Мы готовы и дальше выделять средства, ресурсы на тех, кто будет приезжать или хотел бы приехать. Всего к участию в обсуждениях были приглашены около 350 человек, в том числе гражданские активисты Крыма и Севастополя, эксперты, представители профессиональных сообществ, а именно врачи, учителя, работники сельского хозяйства, ученые и предприниматели. Форум действий в Ялте – третий из запланированных на 2016 год межрегиональных форумов Общероссийского народного фронта. Нариман Тарсинова, Левиза Сидбелялова, телеканал «Миллет».
Министерство иностранных дел Украины выражает протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с поездкой российского президента Владимира Путина в Крым, говорится в сообщении украинского МИД. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ноту протеста, отметил, что Владимир Путин вправе посещать любые регионы России, включая Крым. Сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек провел рабочую встречу с руководителями национальных общин, а также встретился с представителями всех конфессий полуострова. На совещании были затронуты ряд вопросов, беспокоящих крымчан. Что за вопросы, знает Абдулладжи Осман. Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек поприветствовал присутствующих и начал совещание с вопроса выделения и оформления земельного участка под создание этнической немецкой деревни. Заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что ранее он встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где они обговаривали этот вопрос. Более года назад у нас состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы там оговаривали вопрос по созданию благоприятных условий для реализации рамочного проекта этнографической деревни. К сожалению, вот уже столько времени прошло, вопрос, в общем-то, не решается. Концепция создания этой деревни, она уже разработана, в частности, нами. Ее можно дополнять, что-то убирать, но по сути остается одна и та же. Тем более, что таких примеров по Российской Федерации достаточно. Эти проекты все успешные. Поэтому хотелось бы еще раз вернуться к этому и получить от вас поддержку на уровне депутата Государственной Думы Российской Федерации. Руслан Бальбек отметил, что в скором времени вопрос создания этнической деревни будет решен. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Скендер Белялов призвал крымчан всех национальностей посещать культурные мероприятия других народов. По его словам, мы должны быть едины, ибо в единстве сила. Мы должны на этих людях делать патриотическое воспитание людей. Ведь в Крыму есть, кроме Амитхан Султана, вот вы сейчас назвали этих людей, есть и партизаны, есть и военные. Надо как-то нам объединяться и вот такие мероприятия вместе проводить. Чтобы на греческих мероприятиях присутствовали все мы, на татарских присутствовали все мы. Но мы должны, мы на словах говорим, да, много красивых вещей, мы должны на деле тоже это показать. Вот тогда это будет результат. Также в ходе совещания была затронута тема народной дипломатии. По мнению участников, народная дипломатия должна стать основой популяризации Крыма за пределами Российской Федерации. То, что касается сейчас темы, поднятой вот выступления Ивана Арестовича и Ивана Ивановича, всех других, кто говорили о народной дипломатии, я предлагаю собраться в ближайшее время у нас в комитете, наверное, пригласим представителей МИДа. И я не исключаю, что будет очень интересно, целесообразно и полезно, может быть, в адрес Организации Объединенных Наций, в том числе в адрес ОБСЕ, направить обращение, полностью, конечно, согласованное с нашим внешнеполитическим ведомством. Направим соответствующий проект этого соглашения, обращения в комитет Госдумы, в подкомитет под вашим руководством. И я думаю, это будет такой мощный тоже от Крыма политический ход. И тот, скажем, вклад, который мы можем сегодня дополнить в помощь нашему президенту и в помощь нашему МИДу в отстаивании интересов, в том числе российских и Республики Крым. После встречи с представителями национально-культурных автономий депутат Государственной Думы Руслан Бальбек встретился с Межконфессиональным советом. Представители конфессии рассказали о проблемах единоверцев. Хотелось бы затронуть вопрос о передаче культовых сооружений централизованным религиозным организациям, в частности мечети, например, Духовному управлению мусульман Крыма, по поводу конкретной какой-то юридической программы по реализации, например, данного вопроса, который неоднократно озвучивался как главой республики, так и вами на посту вице-премьера. Руслан Бальбек сообщил, что в ближайшее время начнется прием граждан, и каждый желающий сможет обратиться к депутату за помощью. В первую очередь у меня будет приемная. В ближайшее время я через средства массовой информации, через телеканал Милет обязательно озвучу. Постоянно будет находиться юрист, который будет работать каждый день на постоянной основе, и можно будет обращаться с любыми вопросами, начиная от юридического сопровождения, заканчивая помощью составления обращений либо заявления в органы власти. То есть такая приемная облегчит, я уверен, общение с крымчанами. И, естественно, как я уже говорил, те контакты, которые позволяют на базе
консультативно-совещательных органов и в Межнациональном совете, и межконфессиональном слышать основные запросы общества. То есть, естественно, данные мероприятия все проходили под протокол, будут подготовлены депутатские обращения. В основные вопросы, которые беспокоят национально-культурные общины, это в основном касающиеся миграционного законодательства, это касающиеся вопросов реабилитации репрессированных народов. Это что касается межконфессионального совета и наших традиционных конфессий, возврат культовых сооружений, это продление сроков перерегистрации религиозных объединений. Также депутат Госдумы подчеркнул, что такие встречи будут проводиться регулярно. Естественно, эти вопросы будут решаться с учетом определения периодичности встреч. С Межнациональным советом мы определились, что встреча будет ежемесячной в рамках региональной недели. Что касается Межконфессионального совета, встреча будет ежеквартальной. Но, тем не менее, это не избавляет Межконфессиональный совет в случае необходимости инициировать встречу каждый месяц на период региональной недели. Интересы всех национальных общин полуострова, религиозные и культурные права народов Крыма обеспечивают равноправие и развитие национальных языков, культур и традиций. Абдулла Джасман, Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Крымчане продолжают получать земельные участки. Сегодня в Государственном комитете Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан выдавали выписки на землю. Более 900 граждан стали обладателями земельных участков в селе Мирное Симферопольского района. Подробности в следующем сюжете. Уже с самого утра у здания Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан выстроилась очередь. Жители из разных регионов Крыма приехали, чтобы получить выписку на долгожданные земельные участки. Сегодня более 900 граждан стали правообладателями земельных участков в селе Мирное Симферопольского района. По словам председателя Государственного комитета Заура Смирнова, такая система работы будет продолжаться. Сегодня продолжаем выдачу документов. Планируем, что порядка 900 человек, это люди из разных уголков Крыма, получат выписки на руки. Понимаем прекрасно, что создаем некоторые неудобства, очередь, но, к сожалению, и технически, и физически по-другому сделать невозможно, потому что здесь необходима работа индивидуально с каждым человеком по предъявлению удостоверения личности, дабы документ попал именно в те руки тому человеку, кто данный участок получил. Ну и в то же время хочу предупредить всех людей о том, что не нужно создавать ажиотаж. Все те граждане, которые прошли по данному распоряжению, обязательно получат свои выписки. Ну и в целом, конечно, работа по обеспечению земельными участками будет продолжаться. Для реализации поставленных задач мы работаем вместе с Министерством имущественных отношений, с Комитетом Государственного совета по земельным вопросам. Ну и, конечно же, уверен, что вот в такой слаженной работе мы все задачи, которые перед нами стоят, выполним в установленные сроки. Эльмаз Гафарова приехала из Джанкоя. Женщина рассказывает, что получила долгожданную выписку на участок спустя 10 лет ожиданий. 10 лет стояли на очереди, на участке. Благодарна очень, что получила вот распоряжение. А теперь Аллах сметется, пошла стройка. Бек куандам. Летний период начнем уже строиться. Счастливые обладатели земельных участков выразили благодарность и поделились с нами планами по поводу обустройства полученной земли. Я очень благодарна и желаю, чтобы дальше все это двигалось на благо нашего народа. Именно, чтобы мы не мучились. И надеюсь, что я смогу построиться и жить здесь спокойно, мирно. И мои внучки прекрасные. Мы ждали эти участки еще с 2006 года. Сегодня, слава Аллаху, получили их. Теперь мы будем потихоньку начинать строительство дома. Будем улучшать свои жилищные условия. Спасибо большое за то, что дали нам участок. Напомним, ранее уже 3390 граждан в соответствии с распоряжением Совета министров республики получили земельные участки в селе Мирное Симферопольского района. Из этого числа более 1000 гражданам были выданы выписки для дальнейшего оформления участка. Алимия Кайбулаева, Али Маметов, Энвер Румшевич, телеканал Миллет. Строительство трассы Таврида начнется уже в этом году. Новая четырехполосная автотрасса протяженностью более 300 километров соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил временно исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог Республики Крым Игорь Кравченко. Подробнее в сюжете.
Для строительства федеральной трассы Таврида под руководством главы республики Сергея Аксенова создана рабочая группа, в которую входит более 60 государственных организаций. Первый этап строительства начнется уже в этом году. По словам временно исполняющего обязанности начальника службы автомобильных дорог Республики Крым Игоря Кравченко, подготовительные работы приближаются к завершению. Со следующего года уже начнется основная стройка. Это подходы к Керченскому мосту. То есть не будет такого, что мост строится куда непонятно. Нет, подходы будут построены вовремя, к концу 2017 года этот вопрос решен. То же самое и с Тавридой. Первые 4 этапа до Симферополя, они начнутся подготовительные работы. Планируем в этом году, но там существенно, намного больше просто проблем. Вот, но планируем. Генеральным подрядчиком строительства Тавриды является ЗАО «ВАТ». В качестве аванса им уже выделено около миллиарда рублей. К строительству трассы планируется привлечь и крымские компании. Естественно, они здесь не работали. Из них никто здесь не жил, не знают специфики региона. Соответственно, они запрашивали местных проектировщиков, которые отвечали за экологию, отвечали за водоснабжение и за все. У нас же куча вопросов новых появилась, связанных с водой. После того, как перекрыли воду, активно начали бурить. Из-за этого изменилась подземная водная карта. По словам Игоря Кравченко, всего существует 6 этапов захода в экспертизу проекта трассы Таврида. 4 этапа уже пройдены. К 1 апреля следующего года планируется полностью выйти с итоговым результатом из экспертизы. Он также добавил, что при строительстве трассы строительные материалы будут использовать как из Крыма, так и из материка страны. Где-то 60 на 40. 60% местные материалы, 40% привозные материалы. Тоже активно решается эта проблема, потому что и так в сезон порты перегружены. А представляете, еще Таврида, это как дополнительные нужно искать мощности силы для доставки материалов. Новая 4-полосная автотрасса Таврида протяженностью более 300 километров соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Строительство новой трассы не создаст помех для движения транспорта по существующим автомобильным дорогам полуострова. Айша Шулакова, Умир Мустафаев, телеканал «Миллет». Сегодня в Ялте прошло главное мероприятие отрасли легкой промышленности – 5-я юбилейная выставка. Жители и гости Крыма могут посетить выставку и оценить высочайшее качество компаний со всех регионов России и стран СНГ. Подробнее расскажет наш корреспондент Султания Меджид. Выставка «Красная нить» фэшн-шоу была организована с целью ознакомления актуальными технологиями в производстве товаров легкой промышленности, новейших трендов в индустрии, обмена опытом, а также удобства общения между производителями и потребителями. В рамках выставки впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Конкурс состоит из 2 этапов. Первый этап – это практический. Вот сейчас участницы выполняют практическое задание. Они шьют фартук. Время на выполнение этого задания 2 часа отведено. Вот. За это время они должны изготовить готовое изделие, которое потом будет конкурсное жюри проверять по баллам и выставлять оценки. Вот. И будет второй тур, теоретический. Они будут отвечать на тесты, 30 вопросов, вот, которые тоже будут оцениваться. И в итоге составляет оценка 100 баллов. Участниками конкурса могли стать мастера, выдвигаемые предприятиями и учебными заведениями. В конкурсе приняли участие 6 рукодельниц. Студентка 2-го курса колледжа сферы обслуживания и дизайна Мирьям Мустафаева прошла отборочный тур и заняла 1-е место среди колледжей. Благодаря этому она смогла стать участницей конкурса профессионального мастерства. Вас ждет насыщенная деловая программа. Более подробную информацию вы можете получить у организаторов выставки. Все участницы были достойны. Уважаемые дамы и господа, хочу обратить ваше внимание, что в 14:00 в конференц-зале «Ялтинский берег» состоится круглый стол на тему «Популяризация рабочей профессии». Практическая часть конкурса была проведена на базе единственной швейной фабрики Ялты. Руководитель компании Руслан Ишкабилов рассказал о важности таких мероприятий, как конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Данный конкурс проводится в Крыму, в нашем регионе, впервые. Соответственно, наша цель, чтобы об этом увидели, услышали и узнали как можно больше людей. И мы будем рады на следующий год провести подобный конкурс, но уже с участием частных лиц, тех людей, которые посмотрели эту передачу
тех людей, которые узнали о подобном конкурсе, что такой конкурс существует. Ну, и чем больше мы о нем расскажем, тем больше, я думаю, что в следующем году будет конкурсантов. Выставка «Красная нить» проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства промышленной политики Республики Крым. Руководитель делового отдела мероприятий Екатерина Березникова отметила, что на выставке были представлены не только изделия легкой промышленности, но и ручные творческие работы. Сегодня открыли двери все для творчества, для рукоделия, для представителей творческих профессий «Феерия рукоделия». Второй этаж – это полностью территория мастеров, у которых по-настоящему большое золотое сердце и золотые руки. На выставке можно увидеть насыщенную и актуальную деловую программу, профессиональные конкурсы и мастер-классы, а также показы новых коллекций одежды от модных дизайнеров. Все желающие могут посетить выставку до 29 октября. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Сегодня состоялась итоговая конференция «Микрофинансирование как эффективный инструмент поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Крым. Итоги 2016 плана 2017 года». Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития Крыма и Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым. В конференции приняли участие 200 предпринимателей, представители бизнес-сообществ, представители органов власти, лизинговые компании и торговые дома. В начале конференции выступил министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов. Он отметил, что благодаря таким мероприятиям создается конструктивный диалог между властью и предпринимателями. Появляется возможность объяснить работу программы финансирования. По словам Валентина Демидова, в деятельности фонда отмечен прогресс. Это программа поддержки в Республике Крым. Она осуществляется с 2014 года, с декабря 2014 года, в рамках которой работают 3 фонда. И за вот эти 2 года, можно сказать, вложено 318 миллионов рублей в различные меры поддержки предпринимателей. Это, можно сказать, в десятки раз больше, чем за весь предыдущий период, так сказать, украинской истории. По словам директора фонда микрофинансирования Валентины Алениной, за весь период деятельности портфель фонда вырос с 53 до 225 миллионов рублей. Финансовый ресурс пользуется большим спросом у предпринимателей. Мы на следующий год планируем совместно с предпринимателями разработать новые 3 программы по микрофинансированию, которые будут называться «Моногород», «Социальное предпринимательство» и программа «Кооператив. Больше в сельском хозяйстве». Также у нас расширяется диапазон действия с представителями администрации муниципальных образований. Предприниматели выразили благодарность коллективу фонда за оперативность, профессионализм и неоценимую поддержку. В прошлом году получили микрозайм в размере 2 миллиона 800 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. За эти денежки мы купили там ряд оборудования, которое у нас не доставало. И, естественно, мы немножко модернизировали свое старое оборудование, убрали, купили новое. Сейчас вот его смонтировали, начинаем работать на нем. Предоставили нам кредит. Это было очень быстро, очень удобно. Это дешево, доступно. Двери открыты каждому предпринимателю. По итогам мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым с администрацией города Симферополь. Я могу сказать, что у нас есть своя программа поддержки малого и среднего бизнеса. Она на данный момент принята до 2018 года. Мы специально не делали большие сроки, чтобы посмотреть динамику. Что хорошего дает бизнес города? Ну, тут могу сказать только цифру. Да? Мы перевыполнили бюджет в этом году практически на 35%. В абсолютных цифрах это 640 миллионов. Это те налоги, платежи, которые поступили к нам в бюджет. Конечно же, от кого? Конечно же, от наших предпринимателей. По словам организаторов конференции, на следующий год планируется увеличение финансового портфеля на 130 миллионов рублей, 100 миллионов из которых будут выделены из республиканского бюджета. Это позволит увеличить выдачу микрозаймов по приоритетным направлениям на 10%. Сабрия Халиляева, Асан Зеватинов, телеканал «Миллет». Участковый терапевт Севастопольской городской больницы номер 2 Алия Бекирова, терапевт Керченской городской больницы номер 3 Владимир Иванов и врач Симферопольской поликлиники номер 3 Светлана Шавлюк вошли в рейтинг 500 лучших терапевтов России. Сегодня Алия Бекирова лично поздравила временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Топ-500 терапевтов России в 2016 году составлен впервые. В Духовном управлении мусульман Крыма и города Севастополь в рамках благотворительной акции «Милосердие» раздали материальную помощь тяжело больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. С родителями тяжело больных детей общался лично муфти мусульман Крыма Хаджи Эмирли Аблаев. Подробности далее в сюжете.
В рамках благотворительной акции собирались пожертвования на лечение тяжелобольных детей. Контейнеры для денег, которые поступали в фонд благотворительной акции «Мерхаметлик», установили в магазинах и в других общественных местах, преимущественно в районах компактного проживания крымских татар. Духовный лидер мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев пожелал родителям тяжелобольных детей достойно пройти посланные Всевышним испытания и ни при каких обстоятельствах не терять надежды на выздоровление. До тех пор, пока вы сами в силах разобраться с присущими проблемами, разбирайтесь. Но как только вы затруднитесь или поймете, что вы не осилите сами, то непременно приходите сюда, в Духовное управление мусульман Крыма. Объясните ситуацию, что до определенного момента вы сами могли тянуть, но сейчас вы не в состоянии осуществлять лечение ребенка самостоятельно. От того, что вы замкнетесь в себе, никому не будет пользы. Если вы сами о себе не дадите знать, из дому вас никто не услышит. Поэтому не тяните по мере возможности, поможем всем, чем сможем. Для получения материальной помощи в рамках акции «Милосердие» необходимо подать заявление в Духовное управление мусульман Крыма. Родители тяжело больных детей выразили благодарность муфтияту. Лечение у нас дорогое. Мы каждые полгода ложимся в реабилитационный центр в Симферополе на Луговую 6. Лечимся. И 2 раза в год мы ложимся на Титова. Я благодарю от всех, что мне помощь оказывает и муфтият, и народ, все наши жители ближайших сел. Моему ребенку очень нужна помощь, и мы сейчас надеемся, что мы дальше, может, в Москву летали 1 раз, так что надеемся, что еще появится такая возможность полететь в Москву, пройти курс лечения и реабилитацию. У меня есть семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид. Очень тяжелая форма заболевания – сахарный диабет. Мать не в состоянии работать, так как она постоянно находится с ребенком, занимается его лечением. Ребенок принимает инсулин в течение дня очень часто. Я решила обратиться в муфтият с просьбой помочь больному ребенку в оказании материальной помощи, чтобы мать с ребенком могла вылететь в Москву. Сейчас я написала заявление от имени матери, так как она не может ребенка оставить одного. И будем надеяться, что нам помогут. Сотрудник Духовного управления мусульман Крыма Зенифе Вели подвела итоги акции. Сегодня при Духовном управлении мусульман Крыма прошла очередная акция «Мерхаметлик». И сегодня у нас порядка 20 человек получили материальную помощь в размере 310 тысяч рублей. Эти деньги были распределены на эти 20 человек. В принципе, каждый день к нам обращаются за помощью люди из малообеспеченных семей, либо же дети, у кого в семьях есть дети больные, которые нуждаются в операциях, либо же в лечении. И на сегодняшний день мы стараемся помочь каждому, кто к нам обратился. Люди приходят, пишут заявления, оставляют надлежащие документы, и после этого мы рассматриваем эти документы и распределяем материальные средства. Благотворительная акция «Мерхаметлик» была начата в 2009 году. Всего за время проведения акции с 2009 года и по нынешний день было собрано и роздано более 10 миллионов рублей. Фадиме Сейтмамуд, Энвер Румшевич, телеканал «Миллет». А на этом наш выпуск новостей подошел к концу. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Оставайтесь с телеканалом «Миллет». До новых встреч в эфире.